Всем привет! С вами проект «Мы вам покажем», и мы снова с Ольгой Максимовой, и на этот раз ее старшей дочерью Яной. Ольга, здравствуйте! Что мы сегодня будем показывать нашим зрителям? Здравствуйте! Сегодня мы будем показывать каллиграфию. Каллиграфию, которая является основой славянской письменности. И возродилась она более 5000 лет назад. Существует много разновидностей каллиграфии. Китайская каллиграфия, японская, арабская вязь и готическая, разные, и под ними еще подвиды разные. Так что каллиграфии очень много. Сейчас это и в бизнесе тоже задействовано, как пригласительные оформления на свадьбу, поздравления. Вот. А сегодня мы находимся на начальном этапе изучения каллиграфии. Мы увлеклись ей месяц назад, потому что каллиграфия, она воспитывает в детях, я же стараюсь для детей все, воспитывает ответственность, внимательность, аккуратность, трудолюбие, усидчивость. И вообще это развитие души на самом деле. Обогащение, да, Да. ведь все-таки? Это основа. Ну и начнем, да, наверное? Для начала, что нам потребуется? Вот, например, если зрители заинтересуются, да, и тоже захотят повторить, что нам понадобится для базового такого занятия каллиграфией? У нас понадобится нам перья и ручки. Вот у меня автоматическое, да? Ну, Перо. Получается перо. А у вас можете... классическое, да? Можно показать прям. У нас есть про виды перьев, да, и тушь. И еще у нас, вот Яна, покажи запасник. Сейчас, я так поняла, много, да, вариаций. И получается, вот самое распространенное сейчас, наверное, это автоматическое перо. Да. Вот это что, сменный, да, запасной? Здесь синие чернила, они продаются с запасом. Их можно заправлять. И есть такие перья, у них много насадок различных, тонкие, толстые перья, да? Вот такие. Перед использованием их нужно прокалить на огне, потому что они обработаны маслом, и чтобы чернила не быстро стекали и не образовались кляксы, их нужно прокалить и вытереть спиртом. Тогда они будут писать более долго. Есть еще вот такие перья, плакатные. Когда раньше, вот, допустим, оформлялись, да, у нас плакаты, в Старославянске не было печатных станков. Все писалось перьями, все делалось рукой, и также оформлялись книги вручную старославянские. Вот такие у нас и обычные чернила. А на чем пишут, да? Вот, например, такая тетрадь для занятий, да, как я поняла. Это советские прописи, которыми мы сейчас в данное время пишем. Мы всей семьей это пишем. И Давай посмотрим. Вот каллиграфические прописи продаются в Якутске, в наших магазинах. И вот эти ручки перьевые с запасными картриджами. Для того, чтобы у ребенка формировался красивый почерк. Да, дети занимаются прописями в летнее время и пробуем разные виды чернил. Здесь у нас ручка автоматическая, с чернилами подаются, а вот эти вот уже пошли чернила жидкие, в которых макается пером. Макаем пером. Это у нас каллиграфия для улучшения почерка для взрослых, и она идет с калькой. Значит, мы кальку ложим, и она просвечивается, мы это обводим. Ну, будем пробовать, да? Буквы нужно писать с уважением к слову. И это идет
подготовка почвы души. Вот вы начали рассказывать про такую духовную составляющую, да? Давайте вот, может, еще немножко. Это, очень интересно, да, мало кто знает, в чем суть. Через старательно выведенную, очень красиво у Яны получается, старательно выведенную букву в душу ребенка проникает красивое Слово Божье. Ну, как Божье? Бог у нас понятие такое, энергия Вселенной, можно так сказать. Пером и чернилом буквы нужно писать с уважением. Это не просто каллиграфия и не просто буквы. То есть нужна некая такая старательность и желание, да, ведь без желания и вот этого прилежания, скорее всего, каллиграфия не будет даваться, так? Да. Ну, я думаю, для людей творческих это будет интересно все-таки, особенно вот может, когда есть потребность рисовать или что-то создавать красивое. Ну, люди же разные, и когда есть какое-то желание, вдохновение, почему бы и не попробовать себя, да, в этом искусстве. Угу. В Санкт-Петербурге есть школа, значит, Всероссийская школа каллиграфии, президент Петр Петрович Чебитько. И вот они, его ученики по всей стране разъезжаются и открывают свои школы каллиграфии. А мы самоучки. Несут в массы, так скажем. Да. Получается, говорят, книжка шлифует букву, а буква шлифует тебя. Во время каллиграфии формируется характер и душа. Хотя на первый взгляд кажется, что это все очень просто. Но подойдет ли это, например, детям, которые имеют математический склад ума? Каллиграфия подойдет всем, каждому ребенку. Потому что это язык, а язык — это стержень, это хребет народа. Очень красиво получается. Это основа. Язык — это основа любого народа. Так как у нас каллиграфия пошла от славян, и у них это началось с наскальных письменностей. Черты, резы раньше были, да, молвица и много различной письменности. Раньше же было 49 букв в буквице. До появления азбуки. Кирилл и Мефодий, как сказать, реформировали, и у нас осталось 33 знака. Вместо 39 буквиц. А каждая буквица имеет свое сакральное значение. Вот эта буквица, она как раз находится вот в этой коробке. Вот
перед нами. Если говорить о сакральных значениях, вот, например, давайте какую-нибудь разберем букву, ее значение. Первая буква – это ас. А пишется как буква А у нее есть имя. Ее имя Ас. Ас переводится как «я». Значит, «я» – это не последняя буква в алфавите, а первая. Вот как, да? Человек идет на первом месте, стоит на первом месте. Аз боги ведаю. Добро. Получается, я знаю добро, божественное добро. Ну, добро это в разных значениях имеется. Можно сказать просто добро, добрый человек, а добро это еще как имущество звучит. Взял все свое добро и поехал там. Сейчас все дети цифровые, и у нас век цифровой. Более 10 лет они вели исследования, и выяснилось, чтобы у ребенка развились творческие способности, и ответственность, и сосредоточенность, и аккуратность, и внимательность, и интеллект развился. Этому всему подходит только каллиграфия по всем параметрам. И они на государственном уровне ввели каллиграфию в школах. Перо восстанавливает творческий импульс, так как человек, по сути, творец. Он шьет, рисует, сочиняет стихи, сочиняет музыку. Это творческий импульс, получается, возрождается. А когда мы пишем шариковой, то этот импульс погашается у ребенка. Вот. Он, по сути, не становится творцом, он становится потребителем. И вот для того, чтобы развить, сохранить, пробудить творческий импульс, этому способствует простое письмо. В Советском Союзе же, я помню, когда мы учились, нам выдавали тетради, а внутри уже шла промокашка. А для чего она была? Она вот как раз для пера была. Открываешь тетрадь, а впереди лежала промокашка мягкая. Да. Я думаю, зачем она нужна? Оказывается, мы вот перо утеряли, а промокашки были сохранены. И производство было большое, и впрок они, видимо, напечатали эти тетради. И так и выдавали с промокашками в 80-х годах. Ну, то есть, получается, то, чему нас учили в начальных классах, можно назвать такой основой, если мы бы продолжали, да, заниматься письмом. Это можно, да, приравнять к занятиям каллиграфией. Да, оно называлось Письмо, чистописание. Да? Чистописание. Да. Требовали аккуратный почерк каллиграфический от каждого школьника. Да, это я помню. Такое было. Вот и воспитывался характер. Перо, оно как лекарство. Лечит невнимательность, дисграфию и неряшливость. Когда посмотришь на почерк человека, можно охарактеризовать по почерку, какой человек. Бывает, человек пишет, и у него на странице 10 слов помещается только. Разбросано, не по строчкам. Нет, да, такого порядка. Порядка нет. Структурности. Да. Ну вот, например, у меня быстрый почерк, он очень страшный. А вот так, потому что я помню, я даже домашние задания переписывала. Ну, то есть это было в удовольствие для меня. Написать чисто, красиво.
Такое вот я как-то очень любила, как-то так все потом родители такие, ну, наверное, это гуманитарный склад ума. Мгм. Ну и русский язык давался не легче, нежели там, например, математика. И Петр Петрович Чебедько говорит, что одна из форм противодействия тотальному злу стала каллиграфия. Мгм. Ну, а что у нас имеется в виду под тотальным злом? Не знаю, невежество. Ну, сейчас все современное зло, это вот, допустим, я считаю, вейпы. Ага. А потом дети сейчас увлекаются фастфудом, хотя мало кто считает это злом, да? Мгм. Фастфуд. И что там у нас было? Энергетики. Да, это действительно вредно для особенно неокрепшего организма, да, ведь? Мгм. Дети очень любят это с разными вкусами синтетическими, клубничный там. Очень сложно, действительно, вот чем родительство становится, почему, да, удивляются, что со временем, да, родительство становится сложнее, потому что сложнее оградить, да, детей от такого обилия вот этого цветного, наполненного химией, да, вот этого продукта. Он же сплошь и рядом. И вот ты растишь, да, ребенка, и он поначалу у тебя хорошо питается, то есть, но потом, да, ввиду роста появляются сверстники, особенно в детском саду у нас, как бы раньше, да, в советское время очень строго придерживались меню, а теперь это немножко и в детском саду, да, бывает, приносят. Да, особенно дни рождения у нас. Вот, у нас фастфудные. больная тема с этими днями рождения. Мгм. Соки. Я такая не сторонница вот этих соков. Мгм. Очень много, да, вот с родителями. Ну, видите, сложно, да, найти тоже, да, кто-то из родителей за. Они вот категорически Да. не приемлют здоровое, да, какое-то Да. питание. Когда речь идет о новогодних подарках, это просто битва начинается. Да, точно. И еще у нас самое главное — информационный мусор. Очень много информационного мусора, особенно в музыке. Осторожно, дочь, пальчики. Ну, смотрите, да, как будто бы ответственность к родителю очень сильно возросла, потому что, да, действительно, контролировать вот этот поток действительно сложно. Не могу сказать, да, там, что старшему нашему поколению было легче, да, там и каких-то технологических благ не было, да, им было сложно, да, растить, мы вот благодарны, да, родителям, как правило, но, то есть у каждого, получается, времени, поколения совершенно меняются, да, вот эти вот моменты такие, которые, ну, мне кажется, стоит держать на контроле, что ли, так скажем. И интернет, компьютерные игры, вот Да, это вот Очень все все, это. которое разрушает душу. То есть ребенку сейчас, да, надо создать условия вот эти благоприятные, где он может чем-то заниматься активно, много проводить времени на улице, активные игры. То, что, кстати, забылось. Дворовая культура, она, к сожалению, как будто в небытие, да? Да. Сейчас очень все реже и реже, да, дети очень часто разрознены, особенно вот этих в подростковом возрасте, становится сложно. И, наверное, мы как родители, это наша задача. Да, вводится культура других стран, вот это кей-поп, корейская, то, что нужно свое развивать, а у нас получается сборная солянка, когда и игры, и фильмы, все вот смешалось Мы в сами, доме да, Облонских. выросли, да, когда была передача, вот Дисней, да, шла по телевизору. Конечно, мы также выросли на этом, что
Запад уже с тех времен. Да, это после 60-х начала реформация образования. Вообще слово образование, оно же было сначала, произносилось как образование. Мгм. Получается, человек формировал образ. Школа учила человека маленького формировать образы, образное мышление, которое сейчас утрачивается или утратилось. Нужно научить детей сортировать информацию, не потреблять все подряд. Да, Какие мультики смотреть, какие фильмы смотреть, какие книги читать, что писать, чем писать, как писать, какую музыку слушать. Это ответственность каждого родителя. Можно, не задумываясь, потреблять все подряд, и вырастает общество потребителей. Выбирать качественное, не одноразовое. Я прямо не люблю одноразовую посуду. Микроволновки. Да, у нас нет микроволновки, мы уже много лет не пользуемся микроволновкой. На одной волне, оказывается. Оказывается, вот как, да. Притянулись. Приятно, да, встречать Притянулись. людей, которые Переверни. немного совпадают, да, как бы мировоззрением. Мгм. Да, пластика в наше время очень много, его страшный переизбыток. Планету засоряем. Конечно, хочется как-то сберечь, да, для будущих поколений. Ладно, там пластик, но здоровье портится, когда Здоровье. ты разогреваешь еду в пластике. Там Конечно. формальдегиды Выделяются, накапливаются, да. да, в организме и не выводятся. Трудно потом вывести, очистить организм. И так во всем. В синтетической одежде, в синтетическом питании, посуде, приборах, даже воздух становится, вода становится грязнее, экология дома не сохраняется. Да, занятие каллиграфией развивает способность к логическому мышлению, развитию координации движений, раскрывает способности к математике и к искусствам, улучшает концентрацию внимания. И есть такая пословица: что написано пером, не вырубишь топором. Написанные собственной рукой остаются в генной памяти навсегда. И почерк хороший передается по наследству. Знать, получается, письмо же появилось к тому, чтобы сохранить знания Мгм. накопленные. И когда оно записано в книгах, вот все, что у нас тут, сказки, былины, рассказы, и то, что у каждого в семье была летопись, когда собственной рукой глава семьи записывал, кто когда родился, сколько скота было и так далее. Вот это вот учетная Важные книга. семейные события. Да. И родовая книга передавалась из поколения в поколение, и тогда мы знали своих предков. Вот для сохранения своей культуры, своего рода, память о своем роде, не терять свои корни, то даже травинка имеет свой корень. Что уже говорить о человеке. Вот. И мы должны знать и хранить свой язык. Передавать его, наверное, как традицию. Да. По наследству оставлять будущим поколениям. Платон говорил: почерк – это личный шифр графической формулы человека, геометрии его души. Поэтому мы не имеем права писать буквы неряшливо. Мы должны писать это аккуратно. И у каждой буквы есть свое святое имя. Это как клетка ДНК имеет свою генную информацию,
также и каждая буква содержит информационно первосмысл, заложенный Творцом. Ну что, вот такой интересный урок, можно сказать, каллиграфии у нас сегодня прошел с Ольгой. Очень было интересно, познавательно. С вами был проект «Мы вам покажем». Мы с вами не прощаемся. До новых встреч!